дорогие друзья! Разрешите пригласить вас на увлекательную экскурсию по следам героев былых времен, которая расскажет вам о выдающихся людях, которые внесли в свой вклад в историю развития нашего края и Якутского музея. Первым нашим героем является Петр Бекетов. Петр Бекетов – один из ярких и колоритных фигур казаков-землепроходцев XVII века. Для закрепления новооткрытого Ленского края енисейские власти решили поставить на реке Лена острог. Осенью 1632 года на правом берегу реки в Сотинской местности казаки под руководством Петра Бекетова построили небольшой деревянный острог, с которого начинается история города Якутска. Судебник 1649 года впервые утвердил ссылку как один из видов наказания. Якутия становится местом ссылки. Однако, помимо уголовных преступников, в Якутию отправляют и очень много политических ссыльных. Николай Гаврилович Чернышевский, русский философ, революционер, теоретик утопического социализма. В июле 1862 Чернышевский был арестован за свои связи с антиправительственной эмиграцией, а также по подозрению в революционной пропаганде. Враг империи номер один после совершения гражданской казни в мае 1864 года был отправлен на каторгу в Сибирь, после чего почти 12 лет Чернышевский провел в Вилюйской ссылке, являясь для местного населения лучом света в темном царстве. В феврале 1887 года Якутский статистический комитет по инициативе Андрея Иннокентьевича Попова принимает историческое решение о создании в городе Якутске областного музея. Именно благодаря неравнодушному к музейному делу Попову начинается становление Якутского музея. Ныне Якутский музей является одним из самых старейших и крупнейших музеев на территории Якутии и Дальнего Востока. В 1891 году в одной из лавок гостиного двора открылась первая экспозиция музея. Первым хранителем музея был Василий Петрович Зубрилов, дворянин, революционный народник. В 2001 году за площадью Дружбы был установлен памятник якутскому губернатору Ивану Ивановичу Крафту. Историческая справка. Менее чем 100 лет назад сам Крафт на этом же самом месте установил сквер, были посажены деревья и установлен фонтан. И интересно отметить, что летними вечерами в этом сквере играл оркестр. Яркие изменения в жизни города Якутска начинаются с назначения в 1906 году нового губернатора Якутской области, действительного статского советника Ивана Ивановича Крафта. В этот период времени Якутская область была одной из обширнейших и вместе с тем наиболее отсталой областью Российской империи. Став для Якутской области маленьким Спиранским, Крафт в течение 6 лет улучшает жизнь Якутска во всех сферах. Ежегодно проводились сельскохозяйственные выставки, где демонстрировались выращенные крестьянам овощи и даже арбузы. В результате личных действий в Якутске появились такие элементы цивилизации, как телефон, телеграф, кинематограф и электричество. В период губернаторства Крафта меняется и облик самого города. Появляется новых 27 каменных зданий. Одним из таких зданий было здание музея-библиотеки. Именно в этом здании раньше находился Якутский музей. В 1915 году консерватором музея становится Емельян Михайлович Ярославский. Именно он положил начало научно-исследовательской деятельности музея, организовывал экспедиции для сбора ботанических, зоологических, минералогических и этнографических материалов, на основе которых было опубликовано ряд статей в научных журналах. Являясь знатоком искусства, Ярославский сам был незаурядным живописцем. Он организовывал и проводил художественные выставки. В доме музея Ярославского вы можете посмотреть его работы. Гражданская война не обошла стороной и Якутию. И одним из самых известных красных командиров был Иван Яковлевич Строт. И, наверное, одним из самых ярких эпизодов его жизни был бой в местности Сагалцыгы. Неподалеку от слободы Амга, в условиях жесточайших морозов, его отряд выдержал 18-дневную осаду белого генерала Анатолия Пепеляева. Исторически это было последнее в Советской России крупное сражение гражданской войны.
После гражданской войны молодое советское государство начинает стремительно развиваться. Начинается период ликвидации безграмотности. В 1922 году постановлением Совета народных комиссаров Якутской ССР в школах республики был введен якутский язык. В том же году вышел якутский букварь Сюрюк-Бичик и книга для чтения Агар-Кенеге. Новгородов изучал различные письменности для создания новой якутской. Он привлекал международные фонетические транскрипции для создания якутского алфавита. Семен Андреевич Новгородов сыграл огромную роль в жизни якутского народа. С появлением якутского шрифта начинает развиваться и издательское дело. Появляются книги на якутском языке. Сейчас мы находимся в издательском доме Бичик, который носит имя Новгородова. Озарен звездой рассвета, необъятный отчий край, чтобы тучи зла развеять, смелым, сильным вырастай. Эти строки принадлежат одному из основателей якутской литературы Платону Алексеевичу Аюнскому. Его произведения «Красный шаман» и «Выход из Тины» вошли в золотой фонд якутской литературы, а Олонхо Нюргун Ботр Стремительный является вершиной творчества автора. Платон Алексеевич Аюнский переводил на родной язык произведения классиков русской и мировой литературы. На центральной площади города Якутска установлен памятник Аюнскому. Также его имя присвоено Саха академическому театру. Местникова Мария Васильевна 40 лет проработала в Якутском музее. 17 из них она была директором музея. Вот и закончилась наша видеоэкскурсия по следам героев былых времен. Я надеюсь, что вы узнали много нового и интересного о тех людях, которые внесли свой вклад в историю родного края и нашего музея. А чтобы узнать еще больше, мы ждем вас в гости в нашем музее. До скорой встречи! До свидания, друзья!